В республике заработал крупнейший в России энерготранзит 220 киловольт Нюрингринская ГРЭС, Нижний Куранах, Томмот-Майя протяженностью 756 километров. Общая стоимость проекта более 19 миллиардов рублей. В рамках этого проекта в республике построили два новых центра питания: подстанция Майя в пригороде столицы и транзитная подстанция Томмот. Заключительный этап всего проекта. В Мегино-Кангаласском районе сейчас работает наш корреспондент Дмитрий Тымыров. У него вся последняя актуальная информация. Дмитрий, добрый вечер. Ты в прямом эфире. Добрый вечер, коллеги. В данное время я нахожусь в пункте управления подстанции Майя. Точно такой же энергообъект, построенный в Томмоте. Всего на реализации данного проекта было выделено более 19 миллиардов рублей. Как отметили специалисты данных подстанций, энергообъекты подготовлены для работы в сложных климатических условиях, претерпевает перепады температуры от минус 50 до плюс 23 градусов. На торжественной встрече главы региона и генерального директора филиала энергетических систем отметили, что ввод данных подстанций даст жителям региона качественную электроэнергию. Мы можем сегодня говорить, что практически 80% населения Якутии уже охвачено работой единой энергетической системы. Это, еще раз говорю, даже с точки зрения надежности энергоснабжения, которая для нас абсолютно приоритетна, это уже огромный шаг вперед в нашем развитии. И развитии республики, развитии бизнеса, условий жизни населения. Ну и, конечно же, я об этом тоже говорил. Уверен, что в дальнейшем мы почувствуем на себе также и тарифную составляющую, потому что это очень важно и для крупного бизнеса, и для малого бизнеса, чтобы здесь наши тарифы не отличались от среднерыночных. Сейчас происходит как раз формирование и будет на уровне Минэнерго утверждение инвестиционной программы федеральной сетевой компании на 2020-2024 год. Значит, порядка 20 миллиардов будет инвестировано средств. Значит, особое внимание развитию проектов «Силы Сибири». Значит, особое внимание, значит, западному энергорайону, Чаиндинскому месторождению. Значит, вот эти проекты в перспективе до 2024 года будут реализованы. Ну и в конце хочется сказать, что наш регион стал 79-м субъектом нашей страны, которая вошла в федеральную сетевую компанию единой энергетической системы. На этом у меня все. Коллеги, передаю слово вам.